Друзья, здравствуйте! Сегодня мы решили посетить Александра, привезти ему передачку в СИЗО. Над Якутском стоит дым от лесных пожаров. Через несколько метров покажется СИЗО, в котором содержат Александра. Всем привет! Передали Саше передачку с магазина. Нам очень повезло, там как раз пришел товар, и мы набрали на 5 с лишним тысяч продуктов, все самое необходимое покушать. Он любит сладкое, мы взяли пряников, конфет, даже вот нам повезло на колбасу, молоко, потому что не разрешали молочное, а вот тут пришло как бы молоко, и вот молоко Саши, и сгущенное молоко, и тетрадку, ручку, там, чтобы он там писал, да, все такое, и средства для гигиены взяли, там мыло, гель для душа, все самое необходимое, так что Саша будет очень доволен, и сама женщина в магазине очень хорошая, понимающая, добрая, она советовала, что лучше, что вкуснее. Саша, получается, находится в 146-й камере на 3-м этаже. И вот она сочувствовала, что вот всю неделю прошлую на их этаж не поступало вот передатчик, вот этих вот поступлений с магазина. А вот сейчас она говорит, вот как раз получит сейчас вот камера, да, Саши 146-я, передачку, и они, говорит, очень будут рады. В общем, она сама прям даже радуется, говорит, им будет очень приятно сейчас получить передачку. И самое главное, то, что Александр и 146-я камера получит это все целое, не ломаное, да, не вскрытое. Да, с магазина все вот в упаковке, все прям целое, колбаса целая, все целое, конфеты целые. А вот если бы мы взяли бы там свое с магазина другого, да, пришли бы сюда со своим, вот мы смотрели с Сережей, там все вскрывают, все режут, каждую конфету ломают. Все прям потрошат страшно. Вот. Поэтому там в таком страшном виде все. Поэтому мы рады, что Саша получит все красиво в упаковке, не ломаное, не резаное.